В этом видео я не подготавливала текст и решила просто так начать говорить. Получился кринж. Кринж. Так, мне нужно, получается, в разных местах делать видео, чтобы показать дом. Да. Всем привет, я Катя. Добро пожаловать на мой канал. Как вы видите, у меня начался долгожданный отпуск. И эти дни я бы хотела провести дома, занимаясь ремонтом. Ну, то есть это покраска лестницы в 2 цвета и покраска дверей. Их 5 штук. Шизофрения. Смотрите, какая лестница, я просто в восторге. Итак, сегодняшняя моя работа – это прошкурить лестницу. Затем мне нужно будет замазать вот эти вот щели, да. Их мне нужно будет замазать штукатуркой по дереву. Ну и затем нужно будет покрасить нашу лестницу. Итак, лестницу я хочу покрасить в очень обычные цвета, да. Это белый цвет будет балясины и под ступени. Остальная часть лестницы это поручни, ступеньки и вот эта вот площадка, они должны приобрести оттенок дуба под цвет нашего такого вот ламината. Итак, чтобы покрасить мою лестницу, я купила вот такой вот лак Aquatex. Их очень рекомендуют наши блогеры. Я, честно, не знаю. Я вообще профан в покраске чего-либо, да, никогда не красила ничего. Дуб. И если этот оттенок мне как-то не зайдет, да, или он будет очень далек от цвета нашего ламината, я все-таки купила такую вот морилку. Я видела в ютубе, что сначала передают оттенок дереву вот этой вот морилкой, и затем они наносят лак. Вот, в магазине мне посоветовали купить такой лак паркетный на деревянный пол, да. Если этот оттенок мне все-таки тоже не подойдет, да, я купила морилку цвета орех. И давайте сейчас мы протестим на деревянной основе вот эти вот морилки. Я уже нашла остатки нашей лестницы, и она в точь-в-точь такая же. Естественно. Сейчас я попробую его зашкурить сначала и нанесем ну вот морилки и лак. Но для начала, конечно же, нам нужно переодеться. Та-та! И раз, два, три! Дешевые спецэффекты. Так, попробуем мы сейчас его погладить. Так, для чистоты эксперимента давайте мы разделим эту доску на части. На обратной стороне доски пишу название и цвет морилок и саму краску, чтобы не спутать. Так, орех, морилка. Пахнет удобрением. Она пригодится или нет? I don't know. Английская ДТБТР. Ага. Оп, оп. Живем. Вот это получается ореховый цвет в один слой. Давайте теперь попробуем мы цвет дубовый. Угу. Так, он чуть темнее. И морилки, и сам лак, они все равно покрываются прозрачным лаком. Ох. Он выглядит так. Так, что ж, давайте начнем. Время высыхания морилки 2 часа, а лака 24 часа. Какой оттенок больше подходит к нашему дубовому ламинату? Тяжелые муки выбора. Итак, как вы видите, мне предстоит сложный выбор, выбрать, какой цвет подойдет. Возможно, я еще раз поеду в Metal Torg и все-таки, может быть, я куплю другой цвет. Но это, к сожалению, будет уже завтра. Так, ну что ж, наступило утро.
мы сейчас поедем в Металлторг. Ну, я только что вышла с магазина. Холодно на улице. Вчерашняя краска и две морилки, они уже полностью высохли, даже можно потрогать. Выполняю вчерашние манипуляции и крашу морилкой доску. Попробуем взболтать. Итак, начнем мы с морилки цвета махагон. Ну что ж, вот такого вот оттенка наш махагон. К сожалению, мой глазомер был очень плох. Ну что ж, тогда мы сейчас начнем с морилки цвета красное дерево. Ну вот эти вот морилки, которые я купила сегодня, они точно не подходят к нашему ламинату. Скорее всего, мне кажется, что подходит морилка цвета дуб. А я ведь совсем забыла, что можно покрыть морилкой в 2 слоя. Итак, мы сейчас находимся на 2-м этаже. Вчера я все-таки начала шкурить лестницу, и вот только на эту вот часть ушло 1,5 часа. И то, мне кажется, они как-то недоделаны. Целый день шкурила перила. Пока я кушала, наступила кромешная тьма на улице. Сейчас 5 часов вечера. Вот, и как вы заметили, нам полностью электрифицировали дом. У нас остался гараж без света, но мы должны еще раз сделать план, все обдумать. Сейчас я продолжу шкурить лестницу. В этом плане круговая лампа мне помогает. Смотрите, сколько пыли вокруг глаз. Итак, я закончила шкурить лестницу, время уже 9 часов вечера. Это я шпатлюю стыки и щели лестницы и совершаю большую ошибку. Так делать нельзя, мне пришлось 2 дня все это отдирать. Прошу учитывать состав и внимательно изучить, как наносить шпатлевку, как шпатлевка будет выглядеть при покраске лаком или морилкой. Катя из будущего. Не нужно так делать, поскольку когда я красила морилкой одну ступень с этой шпатлевкой, выглядело как пятно. Поэтому мне, конечно же, пришлось это выскабливать, оставляя лишь одну полоску шпатлевки. Вот, поэтому вы уже видели некоторые части лестницы, где уже шпатлевка была убрана частично. И чтобы все выглядело натурально, нужно оставлять только ту часть, где именно нужна сама шпатлевка. А вообще я рекомендую, конечно же, прочитать, обосновательнее посмотреть, как вообще действует шпатлевка на определенную морилку или лак. Я, конечно же, не прочитала, не посмотрела, как шпатлевать дерево, поскольку мне настоятельно рекомендовали наносить шпатлевку как обычную шпатлевку по стене. Вот, естественно, это было не так. Сейчас я выскабливаю эту шпатлевку стамеской и острым ножиком. Катя из прошлого. Сейчас время 1:32. И как видите, я не успела покрасить балясины. Мой предел сейчас только 2 часа ночи, поскольку я хочу утром рано встать. После нанесения штукатурки нужно будет прождать 2 часа. Я выпила кофе, чуть-чуть покушала. Итак, пожалуйста, посмотрите, если здесь раньше были просветы из щелей, то сейчас их после штукатурки нет. Вот, сейчас тогда я не буду терять время и буду шкурить вчерашнюю штукатурку, а также после этого уже начну красить белым цветом балясины, предварительно окантовав их малярной лентой. Я закончила шкурить шпатлевку, на это ушло где-то тоже 1,5 часа. Сейчас я буду пылесосить все это снова, вот, поэтому работа, конечно же, постоянно прибавляется. Так, и после пылесоса мы будем сейчас проходить по дереву влажной тряпочкой, затем мы приступим к покраске.
Та-та-та! Смотрите, как я все заклеила малярным скотчем. Вот, но я надеюсь, что это поможет мне не запачкать другие элементы нашей лестницы. Честно, я ни разу в жизни ничего такого не красила. Да, это было долго. Это было очень долго. Это было очень-очень долго. Это было слишком долго. Итак, с белой краской пока еще не покончено, поскольку здесь везде только первый слой. Сегодня 5-й день, как я крашу лестницу. Почему так долго, спрашиваете вы? А все потому, что мои дети заболели и присматривать было некому, поэтому половину отпуска я просидела дома с детьми. Сегодня мне помогает новый штатив, который отслеживает, где я нахожусь. Давайте я сейчас вам покажу лестницу. Я лестницу покрасила сейчас, в данное время в 2 слоя, но мне кажется, нужен будет 3-й слой именно для подступений. Здесь я показываю, как я наносила морилку. Самое главное в этой работе – вытирать излишки тряпочкой в обязательном порядке, выполнять только вдоль волокон. Наносила морилку в 1 слой, далее покрыла прозрачным лаком в 2 слоя. На данный момент с лестницей покончено, я покрасила подступени в 3 слоя белой краской. Этапы покраски. Сначала штукатурим все щели. Шкурим поверхность. Наносим белую краску на балясины и подступени. Я нанесла в 3 слоя. Проходим морилкой по поручням, ступеням. Нанесла в 1 слой. Затем покрываем прозрачным лаком. У меня матовый лак. Нанесла в 2 слоя. Далее я должна сделать здесь кладовку для моих хозяйственных штучек. Но это будет в других видео. А на этом месте я хочу сделать полочку с решеткой для радиатора, чтобы сам радиатор был красиво оформлен. Полочка где-то будет высотой до сюда, и она должна быть угловой, чтобы на лестничной площадке тоже была полочка. Как вы видите, мы уже успели застелить ламинат. Об этом я расскажу в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. С наступающим вас Новым годом. До скорых встреч!